Сотрудники ГАИ в Таджикистане получат право останавливать военную технику. Порядка 74% населения Таджикистана проживает в сельской местности. Лавров считает, что ОБСЕ пребывает в глубочайшем кризисе. В Киеве рассказали, как на коленях просили о поставках оборудования к системам спутниковой связи Starlink. МИД Казахстана принял извинения Российской Федерации за слова ее посла о националистах и русофобии в республике. Сотрудники Государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана получат разрешение останавливать военный транспорт. Парламент Таджикистана на сессии 21 декабря текущего года принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Если ранее сотрудники ГАИ не имели права останавливать военную технику в случае нарушения ими ПДД, то согласно принятым поправкам в КоАП они получают такое право. А ранее в случае нарушения ПДД военным транспортом сотрудники ГАИ сообщали об этом в Министерство обороны, и дело рассматривалось военной прокуратурой. Теперь сотрудники ГАИ получают право останавливать военную технику, в том числе танки и БТР, если они нарушают ПДД, и штрафовать их согласно действующему законодательству. Порядка 74% населения Таджикистана проживает в сельской местности. Такие данные приводит агентство по статистике при президенте Республики Таджикистан. По данным источника, в городах проживает порядка 2,5 миллионов населения страны и порядка 7,5 миллиона человек проживает в сельской местности. Более 51% населения республики составляют мужчины. По численности мужчин больше женщин на 140 тысяч. В настоящее время численность населения Таджикистана превышает 10 миллионов человек. 10-миллионный гражданин страны родился 23 июля в Душанбе. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Запад превратил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в арену пропагандистских баталий. По его мнению, организация пребывает в глубочайшем кризисе. Скажу прямо, дела в ОБСЕ складываются не лучшим образом. Организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет она пребывает в глубочайшем кризисе, сказал Лавров. Министр считает, что страны Запада воспринимают ОБСЕ как площадку для продвижения коллективных интересов. В 2022 году председателем организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками, отметил Лавров. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном – свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью, добавил он. Польша ранее отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь в начале декабря. Ранее он был постоянным участником таких мероприятий. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о том, как Киев договаривался о доступе к системам спутниковой связи Starlink. По его словам, он на коленях просил о поставках оборудования компании SpaceX Илона Маска. «Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работать на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд», сказал он в интервью Ассоциации Пресс. По словам министра, передача Украине терминалов Starlink спасла тысячи жизней. Федоров сравнил передачу SpaceX спутниковых терминалов с поставляемыми США РСЗО с точки зрения значимости для способности Украины организовывать оборону. По данным АП, SpaceX к настоящему моменту передала Украине около 24 тысяч терминалов Starlink. Компания Маск начала поставлять их после начала военных действий, после того, как украинский министр написал в Твиттер бизнесмену запрос на эти станции. В октябре Маск заявил, что компания не может дальше финансировать работу Starlink в Украине, однако позднее сообщил, что продолжит оплачивать работу системы. Ранее, 20 декабря, Федоров сообщил, что власти Украины договорились со SpaceX о получении еще более 10 тысяч спутниковых терминалов Starlink. Их передадут в ближайшие несколько месяцев. Российская сторона принесла извинения в связи с несумевшим заявлением посла Российской Федерации Алексея Бородавкина о националистах и русофобии в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИД Республики Казахстан Айбек Смадияров, передает Казинформ.
С Алексеем Бородавкиным состоялись соответствующие беседы. После того спикер Маджлиса Ерлан Кашанов уже прокомментировал высказывание российского посла. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свои пояснения по этому вопросу. «Считаем, что вопрос на сегодняшний день исчерпан. Извинения российской стороны приняты», — сказал он. Представитель казахского МИД подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Россией определяются главами государств. Во время последнего визита президента Касыма-Жомарта Токаева в Россию стороны подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Поводом для разбирательства стало декабрьское интервью Бородавкина, в котором тот заявил: «К сожалению, могу констатировать и выразить озабоченность по поводу националистических тенденций. Радикальные, подчеркну, националистические тенденции в Казахстане просматриваются все более и более явственно». Тогда же дипломат заявил, что Российская Федерация, если ее попросят об этом, готова оказать помощь Казахстану в пресечении всякого рода экстремистских националистических выступлений.